Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 78-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддерживайте нас, ставьте лайки, это поможет продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей увидят наши программы и новости. А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что накачивание странами НАТО Украины оружием повышает вероятность перехода в полноценную ядерную войну. Об этом он написал в своем телеграм-канале, цитирую: «В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом в условиях развязанной западными странами войны с Россией. Хочу предельно ясно еще раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышает вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну». Конец цитаты заместителя главы Совбеза РФ Медведева. С нами сейчас на прямой связи Игорь Яковенко, российский журналист, генеральный секретар спілки журналистов России 1998-2008 роках. Пане Игорю, здравствуйте. Витаем вас. Здравствуйте. Только что я зацитировала заявление Дмитрия Медведева, который в очередной раз пригрозил, можно сказать, миру, западным странам ядерной войной. Вот на ваш взгляд, это ведь не первый тезис, косвенно, не косвенно об этом говорил и министр иностранных дел России Лавров. Это блеф или же в России настолько в Кремле непосредственно спятили, что готовы применять ядерное оружие? И то, и другое. Отдельная история с Дмитрием Медведевым. Дмитрий Медведев, это, знаете, такой фильм был «Место встречи изменить нельзя», и там вот в криминальном сообществе, значит, был такой герой Промокашка. Это такой мелкий воришка, который, так сказать, которого посылали всегда, значит, для того, чтобы он задирался и вел себя наиболее агрессивно. В силу того, что он был самый ничтожный, с наименьшим весом, так сказать, в этом сообществе. И вот Медведев в настоящий момент он выполняет функции такого промокашки, который, причем это очень характерно, потому что человек, обладающий ничтожным совершенно политическим весом, и именно поэтому он выполняет вот такие вот поручения, так сказать, выскакивать вперед, задираться, там, обзываться всяческим образом и так далее. То, что Кремль пытается блефовать, угрожать ядерной войной, это очевидно. И это, в принципе, тактика пугать, потому что на самом деле ничего, кроме угрозы ядерной войны, за душой у Кремля сегодня нет. Очевидно, что Кремль проигрывает эту войну. Очевидно, что он проигрывает эту войну против Украины. Он не может победить Украину, это сейчас понимают все. Но, с другой стороны, Путин не может прекратить эту войну. Вот у него изменилась его формула жизни. Если до этого у Путина жизнь означала оставаться во власти, то сейчас, вот после 24 числа, для Путина жизнь – это война. Если он ее прекратит, от него уйдет жизнь. Это в той или иной форме. Потому что он, конечно, в этом
случае начнется отсчет его потери власти, и в конечном итоге он просто потеряет жизнь. Поэтому для него жизнь – это война. Войну он прекратить не может. Значит, в этой ситуации у него остается одно – это угроза ядерной войны. Понятно, что сейчас мир уже перестал бояться. Был период, когда вот эта угроза ядерной войны существовала, и это действительно было страшно. Мир боялся этого. Сейчас мир уже не боится. НАТО, Соединенные Штаты Америки, Европа перешагнули этот страх. Но Путин будет продолжать грозить устами Лаврова и так далее. То есть, в общем, то, что мы видим. Помните, когда Россия стягивала к границам Украины свое железо весной 2021 года, потом осенью мы обсуждали это в наших эфирах и говорили о том, что таким образом Путин блефует, пытаются запугать мир, угрожают войной, тем самым пытаясь добиться каких-либо политических преференций. В итоге это все дошло к тому, что Путин оказался в цугцванге, и у него не было никакого другого выхода, кроме того, как напасть на Украину, что, впрочем, и произошло 24 февраля 2022 года. Я имею в виду такая активная фаза, полномасштабная война. Так-то она началась еще в 2014. Так не станет ли так, что сейчас снова Путин окажется в этом цугцванге, и на каком-то этапе ему придется отдать такой приказ? Здесь, на самом деле, существует два разных вопроса. Что касается самого решения Путина начать войну, то здесь проблема в том, что ни вы, ни я не являемся лечащими врачами этого человека. Так. И про себя я могу точно сказать, что я не являюсь лечащим врачом Путина. Скорее всего, вы тоже им не являетесь. Поэтому, да, наверное. Поэтому то, что он безумен, и вполне возможно, что в какой-то момент это безумие выплеснется в такой форме, этого исключить нельзя. Но второй вопрос – это приведет ли его безумие к тому, что начнется ядерная война. Потому что, на самом деле это все устроено не так, что существует некоторая красная кнопка, которую он нажимает, и мир взрывается. Это не так. Это довольно сложный процесс, в котором участвует целая цепочка людей, военных, в том числе и политических руководителей. И вот здесь возникает вопрос. Я не думаю, что все эти люди, которые будут участвовать в этом действии, они готовы отправиться на тот свет. Что все они в той степени безумны, чтобы покончить самоубийством. Потому что понятно, что ответным ударом Россия будет уничтожена, в том числе и все, кто принимал решение, принимал участие в этом ударе. А вот тут мне, кстати, интересно. Самолета судного дня не существует, то есть всех достанут. Вот, кстати, интересно, я просто, помните, это заседание Совета Безопасности России, этого Нарышкина и остальных вурдалаков, можно даже сказать, Путина, они же боялись его очень сильно. Я-то смотрела на это заседание Совета Безопасности, я-то думала, что в России, в Кремле, Россией управляют умные люди, а оказалось, что нет. Просто трусливые люди, которые боялись сформулировать какое-то предложение. И здесь у меня, естественно, возникает вопрос, а если в окружении Путина вот такие более смелые ребята, которые на каком-то этапе придут, скажут Путину, что мы проиграли и мы не будем выполнять подобный приказ. Вот кто будет спасать Россию? Такие люди есть? Нет, таких людей в окружении Путина нет, потому что длительные, слушайте, 22 года антиотбора, отрицательной селекции, когда из окружения Путина вычищалось все, что хотя бы там на миллиметр выше Путина. Да, он подстригал траву под свой уровень, чтобы все были ниже. И любой человек, который был в состоянии что-то сказать Путину, конечно, он тут же убирался, и этого человека в окружении Путина нет. Это очевидно. Поэтому все они стояли в мокрых штанах, все они, так сказать, стояли, дрожали, блеяли и так далее. Но
момент, когда действительно, так сказать, ты стоишь перед гибелью, потому что на самом деле организовать даже тактический ядерный удар, это практически равняется самоубийству, но это уже другая история. И здесь я думаю, что у людей может проснуться просто инстинкт самосохранения. Я не могу этого исключить. Даже самый трусливый человек все-таки хочет жить. И люди, которые принимают участие вот в этом решении, в нажатии этой условной красной кнопки, это люди, которые, в общем, все-таки хотят жить. Причем здесь я бы так сказал, что в окружении Путина нет того психологического настроя, который был, например, там, в той же самой Японии, да, когда Так. было огромное количество камикадзе. И то, обратите внимание, как только возникла ситуация ядерного поражения, даже Япония с ее религиозной, ведь просто особенность японского фашизма заключалась в его религиозности. И даже Япония в этом случае капитулировала. Потому что, в общем, жизнь это серьезная штука. Ядерное уничтожение – это серьезная штука. Путин, да, возможно, вспышка безумия породит такое намерение. Но у меня нет уверенности, что у всех остальных это безумие синхронно охватит их. Аж вот по поводу окружения Путина, его соратников мы поговорили, а вот что касается населения Российской Федерации, 140 миллионов человек, разве они не видят все то, что происходит сейчас в Украине, когда просто массово идут гробы на территорию России к матерям? Неужели они настолько оболванены, я не знаю, Соловьевым, Киселевым, Скобеевыми, этими пропагандистами и так далее? Почему не выходят на улицы? Почему молчат массово? Ну, смотрите, значит, вы правильно сказали, вот 140 миллионов. Среди них есть разные люди. Да, действительно, ну, там ссылки на социологию, что 80 там, или 70% это люди, которые поддерживают войну, это полная ерунда, потому что в условиях тоталитарного фашизма никакой социологии быть не может. Это полная ерунда. Ну, представьте себе, что в Третьем Рейхе кто-то звонил бы или там подходил на улицу и говорил: вы как, поддерживаете Гитлера или нет? Угу. Или в сталинском Советском Союзе кто-нибудь подходил бы на улицу или там звонил и спрашивал: вы как, Иосифа Виссарионовича поддерживаете или нет? Ну, представьте себе такую ситуацию и ответьте сами себе. И главное, чтобы наша аудитория себе ответила на вопрос, можно ли доверять социологии фашистских режимов. Это первое. Второе. Значит, ну, действительно, по косвенным данным, ну, может быть, половина, может быть, треть поддерживает эту войну. Теперь возникает вопрос, почему? Я как-то с своей аудитории просто прочитал программу российского телевидения. Это то, чего не было никогда ни в сталинском Советском Союзе, ни в Третьем Рейхе. Я специально изучал, вот, так сказать, и гитлеровскую пропаганду, и сталинскую. То, что происходит сейчас в России, ни в какое сравнение не идет. Это намного более мощно. Это с утра Скобеева, которую вы уже назвали, 2,5 часа. Угу. Потом идет Куликов. Это, так сказать, ну, не знаю, не буду сейчас объяснять, что это за мерзкое существо. 1,5 часа. В промежутках там новости, тоже будь здоров. Потом опять Скобеева, второй раз, 1,5 часа. К вечеру Соловьев, 1,5 часа. И потом уже за полночь идет, значит, Никита Михалков, который с программой «Бесогон». Это концентрированная ненависть, безумие и так далее. То есть вот он чертей гоняет по ночам. И это все обрушивается на российскую аудиторию. Это тяжелый героиновый наркотик. Наркотик ненависти. Люди на это подсаживаются. Происходит очень серьезное изменение сознания. И мы с этим сталкиваемся. И действительно, я встречаю этих людей
в комментариях людей, которые подсажены на этот наркотик ненависти. Выздоровление очень тяжелое будет, несколько десятилетий. И то не факт, что выздоровеет. Так что это вот происходит именно таким образом. Это тяжелое отравление, очень тяжелая токсикация. Но ведь, с другой стороны, можно долго находиться под этой пропагандой, смотреть телевизоры, но когда открываешь холодильник и там ничего не остается, разве это не смотивирует людей выйти на улицы, учитывая, что уже разрабатывается 7-й пакет санкций Европейского Союза? И не только. Во-первых, это так не работает. Так. Значит, пустой холодильник, да, вызывает раздражение, вызывает огорчение, но весь вопрос вызывает злость и ненависть, но вся эта злость и ненависть будет направлена против Украины, против Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть, если вот под этим... Ну, понимаете, вот наркоман, если его... Значит, если у него становятся какие-то проблемы в жизни, он не обращает свою ненависть против наркотика или там против того, кто организует наркотрафик. Он адресует эту ненависть на все, что угодно, кроме как на источник этого наркотика. Это первое. Второе. На сегодняшний момент репрессивная машина путинского режима, фашистского, она, да, действительно, она совершает чудовищные преступления в Украине, но сопоставимое, но все-таки в Украине ему противостоит вооруженная армия, государство, вооруженная армия. В России, гражданам России противостоит примерно так же вооруженная армия, которая воюет в Украине, но только она противостоит безоружным гражданам. Значит, за выход на улицу с антивоенными лозунгами сегодня в России следует просто за то, что человек выходит и говорит «миру мир, нет войне», начинается уголовное наказание, вплоть до 15 лет. Это наказание сделано буквально, это уголовное репрессивное законодательство, буквально сразу после начала вот этой вот войны. То есть за посты, за слова в интернете, за слова так сказать, в пикете, вот антивоенные, просто за какие-то тексты, призывающие к миру, просто к миру, даже не конкретно там обвиняющие кого-то в чем-то, а просто к миру. Уголовное наказание в перспективе до 15 лет. Это серьезная история, поэтому и несмотря на это люди выходят. Да, к огромному сожалению, меньше, чем хотелось бы. Люди выходят, люди, несмотря на это, преодолевают эту цензуру, и даже на таких оголтелых пропагандистских ресурсах они совершают какие-то акции. Пока это носит, ну, скажем так, очень отдельный разрозненный характер. Я не думаю, что в ближайшее время, так сказать, будут массовые протесты. Но по мере того, как украинская армия будет громить вот эту фашистскую орду, которая совершает нашествие, я думаю, что протесты внутри России усилятся. Вот по поводу героического сопротивления украинской армии, вот как вы смотрите на то, что происходит сейчас в Украине, и на то, когда украинцы, простые, гражданские, останавливают просто руками танки оккупантов, готовы просто голыми руками ловить российские ракеты. Наверняка вы следите за тем, что происходит сейчас в Мариуполе и непосредственно на территории промзоны Азовсталь, где продолжают оставаться защитники Мариуполя и сопротивляться оккупантам, несмотря на то, что они там заблокированы уже на протяжении 1,5 месяца. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, я на самом деле пытался найти в истории примеры подобного героизма. В истории человечества подобных примеров мало. Это вообще на самом деле то, что произошло с украинским народом. Это явление, которого не ожидал, ну не то чтобы никто, но по крайней мере аналитики, наблюдатели, зарубежные, американские, европейские, ну я уж не говорю о российских,
и даже украинских. По-моему, вот такого уровня сопротивления мало кто ожидал. Потому что были прогнозы, что там Украина в три дня, так сказать, сдастся, потом будет партизанская война и так далее. Все это мы слышали, видели. Я не буду называть фамилии очень уважаемых российских экспертов, которые считали, что очень быстро Путин захватит Киев. Очень уважаемые и до сих пор уважаемые мной эксперты, не один так говорили. В данном случае украинский народ оказался намного более мужественным, намного более патриотичным, и украинское руководство оказалось, так сказать, значительно более крупным политически, чем этого от них ожидали. Слава Украине! Я завершаю каждую свою программу, и это искреннее восхищение. Героям слава, это достойно уважения. Спасибо вам большое, пан Игорю. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир. Спасибо, что позвали. Игорь Яковенко был с нами на прямой связи, российский журналист и генеральный секретарь Союза журналистов России в 1998-2008 годах. А к нашему эфиру присоединяется Дмитро Левось, політолог міжнародник, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан». Пане Дмитро, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю всіх. Пане Дмитро, 78-й день сопротивления Украины, украинского народа российскому фашизму на 78-й день. Как вам видится международная поддержка Украине? Насколько серьезно она трансформировалась по вашим анализам с первых дней начала активной фазы войны? Знаете, я думаю, что вот сейчас та поддержка, которая должна была бы быть в 2014 году, если бы в 2014 году была та поддержка, которая есть сейчас, то, естественно, не было бы потом, не было бы и оккупации Крыма, я думаю, что русские ушли бы тогда оттуда, и не было бы, естественно, однозначно войны на Донбассе. В общем, ну это с одной стороны, да, то есть мы говорим о политических вещах, да, то есть о политических, экономических, то есть те санкции, которые приходили в 5-м или в 4-м пакете, они должны были быть с самого начала, вот как по мне, то есть и даже больше. Да, грех жаловаться на ту поддержку, которая есть. Есть, в конце концов, есть и определенное единство Запада. Но, конечно, не стоит тоже его и где-то и преувеличивать, потому что вот там есть и позиция, опять же, той же самой Венгрии, и Путин-ферштейры никуда не подевались, несмотря ни на что. Потом, опять же, они некоторые, это Путин-ферштейры, это те, которые на зарплате, другие это те, которые абсолютно искренне верят в какую-то загадочную русскую душу, балет и всяких толстоевских. Вот, они тоже, конечно, присутствуют, просто люди не могут поверить в банальность зла, да, что вот Россия современная — это просто само по себе большое зло, да, которое может творить геноцид, да, вот как это происходило вот в Буче. И поэтому сама поддержка, да, она правильная, она та, которая должна быть сам по себе, и ленд-лиз, закон о ленд-лизе, который принят, и то вооружение, которое идет, которое начало идти еще до масштабной российской агрессии. Но, тем не менее, в экономике, да, например, есть те вещи, которые должны были бы уже и не вызывать вопросов. То есть полное отключение России от SWIFT, да, от системы платежей. Это то, что должно было произойти. То есть поэтому нам есть к чему стремиться. Я думаю, что руководство Украины тоже сделало все возможное для того, чтобы нынешнюю поддержку сформировать. Я думаю, что это были очень правильные действия, когда президент Зеленский выступал. Практически, сложно назвать, какой парламент из ведущих стран, да, перед которым он не выступил, не говорил. То есть это были абсолютно правильные действия. Точно так же, как и вот этот личный контакт, который устанавливался со всеми, да, с мировыми лидерами, когда, да, которые приезжали, и вот это вот обеспечение, то есть этих визитов, это все то, что должно было быть. Но, знаете, я думаю, что вот эта поддержка переросла уже и в большее.
То есть например, тот момент, что мировые СМИ начали открывать свои представительства именно у нас, вот Вашингтон-Пост, первая ласточка такая, это тоже достаточно такой показательный момент, да, где мировые СМИ должны быть там, где главные события мира. Главные события мира сейчас в Украине. Более того, само по себе вот это вот то, что присутствие главных офисов и мировых СМИ, и информационных агентств, и крупных глобальных там, компаний было в Москве, оно искажало где-то видение Запада тоже. И вот, как ни странно, должна была произойти большая война для того, чтобы, более того, да, Путин сам сделал все возможное для этого, чтобы заблокировать себя от понимания мира, то есть выгнать эти СМИ, которые теперь уже вынуждены были начать искать место, куда им прийти. Но теперь тоже вот это тот момент, который есть у нас в этой поддержке. Во всяком случае, искажение взгляда, да, через московскую призму происходить не будет. Да, но с другой стороны, пане Дмитро, не кажется ли вам, что беззубость Запада при Сирии, Чечне, Грузии в 2008 и даже Крыме в 2014 как раз привела сегодня к этой полномасштабной войне, потому что вот тот страх Европы перед большой войной, в принципе, и породил эту войну. Да, вы правы абсолютно, конечно. Вот эта боязнь вот этой большой войны, потом опять же прекраснодушие, то есть то, что якобы обо всем можно договориться, вот эта постоянная попытка искать рациональное начало, оно, конечно, к этому тоже и привело. Но, знаете, тоже другой момент интересен, что, ну вот как Путин и Россия вообще нерационально, скажем так, со своей меркой подходит ко всему миру, вот тут оно тоже и сыграло злую шутку и с ними. Да? То есть они недооценили Запад, что в конце концов Запад может и объединиться. Да? То есть они искренне были уверены в том, что Запад никогда не объединится. Да? То есть он и сейчас, да, это единство, относительно, да, но оно есть, да, в поддержке Украины, тем не менее. То есть вот эта встреча 40 министров обороны, которая происходила, то есть то, что понятно, да, что коалиция, она, есть страны, которые и тянут эту коалицию, вытягивают ее, это Балтия, Польша, Британия, свои Соединенные Штаты. И есть, да, есть немного, есть болото, есть попытки, опять же, договориться за счет кого-то, то есть тут за счет кого, понятно кого, за счет Украины, да. То есть, но это опять же из-за того, что вот Россия и Путин недооценивали как Запад, которые считали, что он слаб, и любое проявление попытки поговорить, это считается слабостью, точно так же, как и недооценивали способность Украины к сопротивлению и украинцев к самоорганизации. Да, то есть вот это все, для нас это абсолютно очевидные вещи. Кстати, еще одна абсолютно очевидная вещь. Мы, например, уже готовы жить к миру, где не будет России как фактор. Мы, Балтия, Польша, Британия. Да, то есть нужно формировать эту новую реальность под себя. На Западе не все готовы, в странах бывшего Советского Союза тоже не все готовы как-то поверить в то, что Россия своими действиями, она и себя в том числе разрушает. А это на самом деле это та повестка дня, которая, в общем-то, нас ждет. И понятно, что сейчас, да, когда оккупирован юг Украины, когда оккупирован Крым, когда идут тяжелейшие бои на Донбассе, и то, естественно, это вроде бы, казалось бы, это то, о чем рано говорить. Но это то, что нужно объяснять в том числе и Западу. Да? Тот момент, пока вот есть, когда к Украине есть интерес, когда, знаете, я вот больше, чем на самом деле поражен, потому что я, получается, переписываюсь с людьми из Европы и тем, как приняли наших людей. Все-таки, насколько массовая это была поддержка, и люди же принимали и в семьи. Да? И причем я тоже не только там про страны Балтии говорю, это в том числе это и в другие, или Польшу, да, то есть это и в других странах это происходило. Да, то есть на самом деле действительно оказалось, что вот была иллюзия того, что Запад слаб, что Запад отказался полностью от своих европейских принципов, которые сделали его успешным, но, тем не менее, гуманизм оказалось не пустым звуком.
как вот это как ни странно. И оказалось, что действительно люди могут с мнением людей, которые хотят оказывать помощь, да, которые воспринимают это искренне, приходится считаться и политикам. То есть это тоже оказалось таким фактором. То есть мы идем домой, мы идем в Европу. Вот такой еще вопрос. Долгое время мы действительно наблюдали, как коллективный Запад пытался балансировать между поддержкой Украине и нежеланием полностью экономически, в том числе, развалить Российскую Федерацию. Но вот сейчас возникает такой вопрос, не сложится ли так, что когда Украина вернется к позициям 24 февраля 2022 года, наши западные партнеры станут говорить о необходимости переходить в переговорную плоскость и там по Крыму, по Донбассу снова там создавать какие-то Минские соглашения, ну или не Минские, может быть, это каким-то другим образом будет называться, но вот переходить уже в переговорный процесс, который может затянуться, к сожалению, на долгие годы, а это может повести за собой снятие какого-то количества санкций. Вот подобных опасений у вас нет? Нет, я думаю, немного по-другому будет. Не будет, да, то есть пока тут рано прогнозы такие давать. То, как ведут себя лидеры антироссийской коалиции, да, давайте называть вещи так, как нам это правильно для нас звучит, оно демонстрирует тот факт, что о возвращении к позициям 24 февраля речи не идет. Речь идет о восстановлении контроля Украины над всей ее международно признанной территорией. И вот скорее речь идет о том, что Запад все равно не готов однозначно разрушать Россию, в том числе и экономически ее доводить до конца, чтобы дезинтегрировались эти территории. Вот тут, я думаю, могут быть, скажем так, такие, скажем так, мы можем не понимать друг друга. Но относительно освобождения всей территории Украины, я думаю, вопросов здесь как раз не будет. То есть тут вот о будущем, да, о том, тут другой момент может смешаться. Знаете, как Джордж Буш-старший произнес речь «Котлета по-киевски» буквально там за сколько, да, за 20 или сколько дней до путча, и предупреждал, говорил, давайте не будем разваливать Советский Союз, украинцы терпите, там, образно говоря, да, не совсем так он говорил, но и тут в случае военного поражения Российской Федерации процессы дезинтеграции могут и пойдут, в общем-то, обвально сами по себе. То есть тут уже это уже другая тема. А так Запад, я думаю, что он готов остановить Украину на позициях 23 февраля. То, что заявляла Британия, то, что заявляют Соединенные Штаты как лидеры, то, что заявляют наши союзники из Балтии и Польши, да, то есть это то, видно, что возвращение к статусу-кво на 2014 год. Вот это вот это, я думаю, что это тот консенсус, который сложится. Вот по поводу падения путинского режима ряд аналитиков, в том числе и западных, высказывают опасения, что когда вот будет падение путинского режима, оно непременно будет, оно должно состояться после военного поражения в Украине, вот будет такой период турбулентности, и будет непонятно, в чьих руках находится вот эта кнопка, да, вот оружие судного дня. И вот именно этот момент как раз вызывает опасения у наших западных партнеров. У вас вот таких опасений нет? И может ли, на ваш взгляд, Кремль применить оружие массового поражения на каком-то этапе, или на этапе развала путинского режима? 2014 годом Россия доказала, что она может сделать все, что угодно. Да, поэтому я бы не стал как-то по-другому, да, относиться к ней. То есть и 24 февраля этого года она только закрепила вот это мое мнение о том, что, скажем так, да, там больше, конечно, всегда в поведении, абсолютно, да, в поведении и России, и русских, и Путина, как такого коллективного порождения российского населения, общества. Да, то есть там больше всегда бравады и шантажа,
Вот. Но, тем не менее, я думаю, что говорить о том, что там к такой массированной ядерной войне, да, вряд ли они придут, но применить на определенном этапе химическое оружие или тактические ядерные боеприпасы, я думаю, да, я думаю, они в состоянии. Тут, ну, хотя это тоже, ну, скажем так, если есть возможность шантажировать, они будут шантажировать. То есть тут преувеличивать не стоит. Относительно того, что кому достанется кнопка, ну такие опасения были в 91 году. Кому достанется ядерное оружие Советского Союза. И тогда оно было как-то, в общем-то, еще и пострашнее, поскольку получалось, что осталось на территории четырех государств, да, ядерное оружие оставалось на тот момент новообразованных. Ну, тем не менее, Запад тогда принял неправильное решение, да, о том, чтобы сконцентрировать все в руках одной России. Вот. Но, тем не менее, выход найти можно. Да, поэтому я думаю, что и в данном конкретном случае тоже будет где-то приблизительно вот в таком же плане что-то происходить. То есть никакого апокалипсиса из-за распада России или, скажем так, я даже скажу так, я считаю, что дезинтеграция России, распад ее на региональные какие-то образования или в том числе и по национальным образованием, это гораздо менее худший сценарий, чем дворцовый переворот, в результате которого к власти могут прийти какие-то такие же, как Путин, только фашисты, да, только гораздо, ну, скажем, еще менее прогнозируемые, или те, которые считают, что Путин поступает недостаточно жестко. То, что мы сейчас, например, читаем по поводу отступления российских войск из-под Киева, да, когда их выгнали с севера Украины, то всякие там и Гиркины, и все что угодно, да, они же о чем пишут? Они пишут о том, как сейчас из отступления русского из-под Харькова, они пишут о том, что вот зачем эти были жертвы, Путин недостаточно жесток. То есть, да, такие настроения тоже есть. Вот это вот, как по мне, даже где-то менее предпочтительный сценарий, который может происходить. Зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Дякую. Чохсагун, що знайшли время і підключились нам в ефір. Слава Україні! Дмитро Левось був з нами на прямому зв'язку. Політолог-міжнародник, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан». А зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 роках. Пане Ігорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Слава Україні. Селям алейкум. Я вітаю вас також. Героям слава. Пане Игорю, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений и таким образом латает разбитые в Украине подразделения ржавой техникой 60-х годов. Как вы это прокомментируете? Ну, как говорил в жизни наш политик, первый президент, маем еще май. То есть была спланирована война, все это первая операция Лидерская на необъективных данных со стороны Российской Федерации. Путин увлекся царствованием, потерял бдительность, и поэтому даже 3 разведки, которые у них есть, внешнее, Министерство обороны и ФСБшное, они позволяли себе давать данные такие, ну, это известные слабые разведок диктатуры. Диктатор, что хоть видит, слышит, то они ему и дают. При этом ФСБ брали большие деньги, ищут 5 миллиардов долларов, которые через управление, там 5-е, по-моему, заводили якобы в Украину, подкупали кого надо, ждали начала войны. На самом деле расхищали и неверно оценивали состояние наших вооруженных сил российских, их переоценивали, наши недооценивали. Необъективно оценивали состояние общества в нашем государстве, и что оно будет принимать с цветами и транспарантами. При начале войны правительство разберется, а президент улетит.
Что мы имеем, это видим. И не могли поверить в такое противостояние со стороны Украины, вооруженных сил Украины. Вот благодаря этому примеру вокруг Украины будут сплачиваться страны-союзники, которые потом так активно будут нам помогать. Путин до сих пор в это до конца не верит. Надеется, что ему удастся внести раскол в страны НАТО, в союзников, которые нам помогают. Но так или иначе, все это было спланировано неверно и привело к таким последствиям. Блицкриг был сорван, операция провалена благодаря действиям вооруженных сил, хотя потенциал вооруженных сил Российской Федерации был в 3 раза выше, чем потенциал боевой вооруженных сил Украины. Ну, сколько, по вашим оценкам, у России еще остается военных ресурсов, военного потенциала? Мы знаем, что она выпустила огромное количество ракет по Украине. Вот какие сейчас у них есть силы, возможно, боеспособные части, количество ракет? Сколько у нее остается потенциала? Как много или как мало? Ну, если они при 3 раза, вот в первой операции треть этого потенциала нам удалось уничтожить в живой силе и вооружении и технике, но еще 2/3 оставались. Плюс они выводили с севера Украины разбитые подразделения, их восстанавливали, заводили на восток и на юг остатки, собирали по всей России последнюю армию, которую пятую которая была не видя боевые действия Украины, ее задействовали, за границей подбирали частные военные компании союзников своих, такие как Сирия, додавливали, чтобы они присылали войска по всему миру, то есть то, что смогли. Ну и в целом, такого личного состава очень низкая подготовка. Более того, то есть Путин, проводя совещание, дальше последовательно давая оценку состояния своих вооруженных сил, ставил задачи, что, в принципе, несмотря на проблемы с комплектованием, личный состав особенно не лет, а вот вооружение и техники быстро не восстановим. Поэтому надо иметь такое отношение к своим солдатам. И, несмотря на это, их вооружение и техника более современная, имеют большую поражающую способность. Они превосходят нас в боевых летательных аппаратах, и по ряду другим. То есть потенциал еще серьезный, поэтому в восточной и южных операционных зонах продолжается их наступательная операция, а мы, проводя свою оборонительную операцию, сосредотачиваемся на том, чтобы измотать и как можно больше уничтожить живые силы и техники противника, остановить там ползущие, но все-таки наступление противника, собрать свои резервы и перейти, в конце концов, к контрнаступательной операции. Однако это может произойти в том случае, когда мы окончательно сорвем вторую наступательную операцию и сосредоточим свои стратегические резервы в живой силе и новой техники 21-го столетия, более мощной, более высокоточной, чем у россиян. И тогда только можем перейти к такого рода действиям. Учитывая, что Россия сегодня воюет старым советским оружием, а Украина более современным и более высокоточным, как вы сказали, можем ли мы говорить с уверенностью, что военное преимущество на стороне Украины? Нет, потому что этот процесс только начался. Да. Нам передавали, во-первых, долгое время вообще не передавали, а только легкое оружие, те же джавелины, стингеры, Миланы, да, Мистрали, и так далее. Все легкое оружие. А противник имел и сейчас имеет тяжелые вооружения, более современные вооружения. Поэтому сначала нам
начали давать в принципе тяжелое вооружение советского образца, а также старого натовского. И совсем недавно перешли к поставкам современного вооружения. Те же гаубицы 155-го калибра американцы поставляли, британского производства, буксируемые, но все равно это уже оружие совсем другого поколения, современная цифровая обработка данных, дальности до 40 километров с соответствующим снарядом. Вот. Но мы в этом плане только в начале пути перехода на более эффективную и современную технику. Поэтому очень сложные процессы. С одной стороны, мы должны удержать свои позиции в оборонительной операции, сосредоточить соответствующие резервы, накопить, обучить личный состав на этой технике. Только после этого можно говорить о проведении контрнаступательной операции и очистке нашей территории от вооруженных сил врага. И, пане Игорю, последний вопрос. Вот на ваш взгляд, сейчас цель вооруженных сил РФ заключается в чем? Вот давайте попробуем спрогнозировать развитие дальнейших событий, потому что некоторые говорят, что Путин попытается отобрать 1/3 Украины по левому берегу, другие говорят о том, что он ограничится лишь только Донбассом, частью Запорожской и Херсонской областей, а другие говорят, что, забрав это, попытается вернуться в Киев. Вот у нас буквально 2 минутки. Что нас ждет в ближайшие месяцы? Путин сформулировал задачу на вторую наступательную операцию и повторил их выступление на параде, завуалировано, то есть остановился только на захвате Донбасса, хотя перед этим были сформулированы цели генералом вооруженных сил Российской Федерации, которые сводились, что кроме захвата Донбасса еще поддерживать сухопутный коридор в Крым, захват в границах административной Херсонской области и пробить сухопутный коридор в Приднестровье. Но он их не озвучил, потому что видел, и военные ему докладывалось, что сил на все это у них нет, и эта операция уже провалена. Они из последних сил пытаются достичь хоть каких-то результатов. Ну и для того, чтобы не разочаровать свой электорат, Путин говорил, что они, в общем-то, боролись все это время только за Донбасс. Хотя это не так. И мы знаем, что в первой операции ставила задача уничтожить наше государство и стереть с лица земли нашу нацию. Что мы не допустим. Мы выиграем не только эту операцию для себя оборонительную, но и в целом эту войну. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чохсагу, що наше время підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Ігор Романенко був з нами на прямому зв'язку. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук та професор, заступник начального Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. А я с вами не прощаюсь, мы переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты подготовили для вас самые последние и актуальные новости, которые расскажут на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенч.